От страны восходящего солнца до Туманного Альбиона можно узнать о вине с гагаузским акцентом. Во многих странах становится известно о маленькой винодельне из Вулканежд – Карагани. По словам директора Ларисы Червен, первая бутылка под брендом Карагани была разлита в 2016 году. Даже для нас неожиданно то, что мы стали выходить на экспорт. В прошлом году это была Англия, в этом году Япония. И сейчас на нас вышли французы, которые тоже хотят с нами сотрудничать. В общем, постепенно мы выходим на какие-то международные рынки. Это для нас тоже очень положительно влияет. А количество продукции достигает 10 тысяч бутылок в год. Но это пока. Кроме того, что производим, мы еще экспериментируем, говорит Лариса. Помимо сухих вин, хотим выпускать игристые вина. На сегодняшний день мы выпускаем 8 наименований вина, среди которых есть сухие, белые, розовые, красные три вида и 2 десертных. Это пасторал и наш алтын. Хочу заметить, что все-таки название мы даем нашим винам гагаузские. Семейное дело по производству вина началось более века назад. Петру Евгеньевичу Червину уже за 80. Он отчетливо помнит прадеда, сурового и справедливого гагауза, с которого, собственно, все и началось. Я хорошо помню и тот момент, когда я помогал моему прадеду Гане Семену производить вино. Он давил вино в мешках, ногами давил. И бабушка переливала вино из стекающего шарапана в другие емкости, а я им помогал, то подавал емкости, то есть кружку, поддерживал лейку и так далее. И это мне запомнилось на всю жизнь. Петр Евгеньевич запомнил от предка своего, что вина должно хватать от нового до нового. Теперь в семье Червен вино производится по современным технологиям, и его хватает на несколько лет, говорит сын Георгий. Наша задача делать элитные вина и подавать их на полку, чтобы потребитель был рад этому. Философия у нас такая: мы должны делать премиум вина. Винодельческое предприятие оснащено современным немецким оборудованием, что позволяет производить вина высокого качества. Хранятся во французских бочках. По словам Ларисы Червен, традиция выращивания винограда и производства вина продолжается уже в 5-м поколении. На плантациях в 10 гектаров зреет виноград разных сортов. Мы в прошлом году посадили сапирави. Для нас тоже очень интересно. Мы любим экспериментировать, и нам очень важно выходить на рынок с какими-то новыми продуктами, обязательно с гагаузскими названиями, поэтому мы уже придумали название наперед уже многим винам, которые еще только предстоит сделать. Что-то новое и интересное обязательно будет, заверила владелица винодельни, как, например, Чотра. Теперь вино с таким названием пользуется большой популярностью. И все потому, что на плантациях есть виноградники долгожители, им более 30 лет. И они передают тот теруар, который характерен для нашей почвы. И именно этот виноград передает нашу землю, нашу историю, наши традиции. К слову, теруар – это и есть совокупность климата, рельефа, почвы, характерной для определенной местности. Успех южно-бессарабских вин вполне объясним. Петр Евгеньевич Червен уверен, что их семейное дело также будет успешным. Вина наши исключительно хорошие, чистые, вкусные, то есть экологически чистые. И я горжусь тем, что наши вина получают хорошие призовые места не только в республике, но и за пределами республики. В прошлом году мы получили приз золота на конкурсе, международном конкурсе в Германии. Продолжатель семейных традиций, винодел Георгий Червен определил перспективы развития. Хотим в последующем делать биовино. Потихонечку к этому идем. Отведать домашнего вина можно каждому, кто посещает винодельню. Здесь не только винный погреб, но и уютное гагаузское подворье. И даже музей свой, червенский. Это история, это какие-то традиции.